позывной «Север». Расскажите, пожалуйста, как вас на специальную военную операцию вообще занесло? Вопрос интересный, вы знаете. Наверное, не занесло, мы нас собрались с коллективом. У нас есть ребята ОМОНовцы, я сам бывший ОМОНовец. У нас был коллектив в ДСАФе. Мы собрали собрание свое, решили группой пойти на СВО, дать долг Родине. Ну вот, собрались, и группа пошли. К нам еще мы вылились в отряд Ботур, Барс, да, два потом Ботур наш. Вместе с ними поехали на СВО. Сначала на полигоне были, проходили обучение, слаживание на Кадамском полигоне. А после полигона, то есть попали в Барс-2, где были наши ребята с Якутии. Вот и с ними участвовали в сражении. Вот наше сражение это было, я был старшиной у них, и еще потом мне дали КАМАЗ, автомобиль. Вот в Златопецках мы, получается, заехали. Потом вышли с них, потом дали команду обратно взять Златопецкий и помочь штабу дивизии. Первый штаб дивизии, если не ошибаюсь, танковый, попал в окружение. Вот наше подразделение помогало им выйти из окружения с боем. Да, были потери, были много раненых, потери были. Мы потеряли, машину потеряли, я машину свою потерял. Она превратилась в решето, но спасла много жизней. Просто она железная, мощная, закрывала ребят от осколков. Много погибших было, много раненых. Когда, получается, ребята эвакуацию проводили раненых, я там остался. Остался один, прикрывать ребята, они отошли все. Потом у меня вышли еще раненые ребята, вышли. Я их тоже помог ему на эвакуацию идти. Ну и когда остался один совсем, никого не было. То есть было два варианта. Идти на эвакуацию, уходить, одному пробиваться по дороге, как мы вернулись. И второй, в городе, в поселке был бой. И мы должны были пробиться, к бою пробиться, ну, своим. Но тут появился командир, наш машина подъехал, УАЗик командирский. Получается, мы с ними вместе там, то есть ребята Тихий был там, командир был. И мы, получается, на этом УАЗике вышли решение выехать в поселок, пробиваться своим. То есть бой шел, где бой идет, там, значит, наши. Так, ну и там поехали. Навалились на засаду, на украинскую дали бой. С боем у нас было человек 30 было украинцев, и БМП, у нас просто УАЗик и стрелковое оружие. То смогли, отдали бой, отошли вглубь поселка, вышли на штаб дивизии, который там находился с ними, то есть нас было 4 человек, 4, я был ранен еще, достаточно хорошо. Вот мы вышли к нашим, так сказать, и потом со штабом дивизии с боем вышли из поселка. Вот так, потом попал я в госпиталь. Сначала попал в Сватово, потом меня перевезли в Луганск, Луганска в Ростов и дальше в Моздок. То есть лечение было 4 месяца по госпиталям, а потом комиссия, эвакуация, комиссия, то есть меня списали, как сказать, по здоровью и гражданку, можно сказать. Прибыл сюда, вступил в партию «Справедливая Россия, патриот за правду», принял участие в выборах, стал депутатом городской думы, работы, поверьте, очень много. Я работаю и с СВО, ребятам помогаю и с женами, и так с людьми просто работаю. Вопросы всякие разные приходят и по оплате, и по наградным, и по коммунальным проблемам. И жены звонят, и бывает то, что муж шел на СВО, а где работал, зарплату вовремя не выдали ему, и он погиб. И получается, еще типа, фирма на долги положила на жену. Вот я разбирался, потом выяснилось, что все хорошо, фирма деньги вернула, зарплату мужа, которая не доплатила, и все хорошо стало. То есть она пришла, спасибо сказала. Вот, понимаете, хоть что-то, да, мы делаем. Если не получается решить проблему нашу на уровне города, есть проблемы, решаются на уровне России, да, то есть Москвы. У нас есть Томусов Федор Семенович. Депутат государства. Да, мы с ним постоянно на связи, постоянно работаем в одной упряжке, как сказать. Я сразу обращаюсь к нему. Обращаюсь напрямую, все вопросы тяжелые за советом, обращаюсь за помощью, пишу письма. Он понимает, все это сам решает, но у него уровень выше, чем, конечно, у меня городского депутата, сами понимаете, город из Россия. И вопросы решаются. Возможно, не так быстро, как хочется, но они решаются. Думаю, это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, был ли у вас опыт вообще вот такой общественной деятельности, да, именно, ну, как депутатской, какой-то выборной, до того, как вы стали, ну, как бы, поучаствовали в боевых действиях?
Я баллотировался в депутаты. В 2012 году выборы были депутаты. Я шел по дорожному округу самодвиженцем шел. То есть опыт у меня был. У меня было самое большое ТСЖ в городе Якутске, Борисовка первая. Когда я взял этот микрорайон, он был в состоянии несколько хорошем. То есть мы установили там камеры, поставили, наблюдение, ввели порядок. То есть отработали механизмы работы от начала до конца. Я сам прошел ту школу от сантехника, грубо сказать, да, ну, до руководителя. То есть все это почувствовал своими руками. И с ребятами вместе я работал, и вместе занимались паялкой, и в котельной вместе лазили, по газу отрабатывали вместе. Ну, я учился вместе с ними. И потом у меня там был еще один дом, извините, это 500 квартир с лишним, и проживает там более 2000 человек проживало в этом микрорайоне, Первая Борисовка. Всех я знал, все меня знали, уважали, и вот я решил пойти баллотироваться. Ну, видите же, дорожный округ, это не был округ, у меня вроде Сосарский, а пошел по дорожному, и выборы проиграл. Ну ничего, это было первым блинкомом, то есть я всегда был человек медийный, вы бы сказали, общительный, всегда помогал. По своей работе мне люди обращались, и жители обращались, и знакомые обращались, ребята, и диссоветом. Конечно, власти такой не имел, как сейчас, да, депутатскую, но помогал, чем мог. Расскажите, пожалуйста, вообще вот этот вот ваш какой-то вот такой общественный опыт, он помогал ли он в зоне боевых действий? Он вообще может пригодиться, когда вопрос стоит о жизни и смерти? Да, возможно. Вы знаете, я был старшиной. Мне как сразу здесь собрали группу, сказали: Валентинович, ты север, ты старшиной. Ты у нас коммунальщик, знаешь все тонкости и коммунальной службы, и все остальное. Давай. Поверьте, мне опыт очень понравился, потому что когда мы прибыли начало на отделение в часть морпехов в Владивостоке, нас поселили в казарму, которая ничего не работала. Ни туалеты, ни душевые, ни горячая вода. А людям же мыться нужно, ребятам нашим. А у нас их группа-то большая была, почти по 100 человек мы ехали, да. Понимаете, как? И всем нужно пойти в туалет сходить и помыться, а это не работало. Пришлось брать в руки свои дела, то есть в руки брать, и я коммунальщик, купил материалы, собрали деньги, купили материал, купили там щетки, швабры, назначили старших там, да, то есть я поставил старших, допустим, нашел, поставили мы, дневальных установили, как положено, как в армии. Все вычистили, все убрали, почистили, воду дали, и вода была горячая, души работали, туалеты заработали. Когда пришел старшина, части общей, удивился просто, почему все работает у них. Все-таки вы побывали в очень таких непростых, да, скажем, да, условиях, видели бой, видели как бы смерть, видели как бы героизм. И вот этот опыт теперь в гражданской жизни помогает вам? Что он дает? Вы знаете, после СВО и после участия в боевых действиях, да, ты видишь человека. То есть врет и правду говорит. Кто он? То есть если приходят люди и говорят золотые горы, это обещают и говорят про себя хорошие, на самом деле по нему видно сразу. То есть видишь оболочку человека, видишь, что он себя представляет. И уже смотришь на него по-другому, определяешь его. Да, и понимаешь, знаете, после всего понимаешь больше, наверное, страдания и боль понимаешь других людей. Когда приходят люди, да, со своими проблемами, с болью, своими страданиями, понимаешь, ближе понимаешь сердцу это, да, и понимаешь лучше, чем понимал до этого. Ты же там не только там участвовал в СВО, да, в боевых действиях, ты же там еще люди живут, тоже, вроде как типа наши, да, братья и сестры, ну, со стороны Украины. Есть же там, которые нас поддерживают. Конечно, есть люди негативные, но после общения с нами они меняют позицию же. Вот это тоже дает опыт свой. Придя сюда, ты понимаешь, то есть видишь сразу. У нас тоже есть, понимаете, и пятая колонна, я знаю, что есть, да, и в Якутии по-любому тоже есть она, которые обсуждают СВО не за, а против, наоборот, говорят, что это зря делали, и такие тоже люди есть. И их мы встречали, конечно, разговаривали. Некоторые понимают, переубеждаем, и становится лучше. СВО это тяжело, это боль, страх. И все боятся, даже я боялся. Страх появляется после боя. Когда остаешься один, тоже страшно, потому что когда у тебя есть с тобой товарищи справа или слева, или, да, и как-то принимать решения лучше. Где-то бывает коллективные решения принимаем, где-то один, но не поддерживает тебя. А когда остаешься один,
кругом никого, и чувствует бой, чужая территория, еще ориентируешься в ней не очень хорошо, очень страшно. И тут голова работает очень быстро, и решения всплывают разные, быстро, и принимать надо быстрое решение. Вот это научило тоже здесь. Бывает решение, я уже занимаюсь, стал руководителем предприятия, был ритуал. Это у нас, знаете, кладбища городские. 3 кладбища городские, еще будет 9 дополнительно кладбища муниципальные по кругам будут присоединяться к нам. И работа, поверьте мне, тяжелая работа. То есть сейчас я, придя на кладбище, увидел, что, понимаете, боль, разруха, грязь и ужас. И когда глава поставил задачу навести порядок, да, на кладбище, я понял, что просто так, там, без силовых и жестких мер ничего не сделаешь. То есть копали где хотели, как хотели, что хотели. То есть копали частники. У нас это же, понимаете, а когда частник обращается, говорит, давайте сделаем субботник, мусор уже берем, все отказываются. Типа говорят, не мой мусор, не я бросал. Поэтому приходится очень жестко действовать. Это помогает. После СВО это помогает принять жесткое решение, да, и на нем стоять, и понимать, что без жесткого решения, да. И тем более я привлекаю туда не просто сам СВО, да, еще прошел, а я привлекаю ребят, которые пошли в СВО, то есть помогать тоже мне. Сейчас ребята у меня работают, да, то есть они СВО занимаются охраной, ведут кладбища, то справляются хорошо, жестко очень справляются. У нас тоже есть нюансы, есть ошибки, где-то дорабатываем. Есть социальные люди, которые пропускают, то есть, инвалиды, ветераны, боевых действий, пенсионеры, беременные, маленькие дети. Мы пропускаем въезд свободный, а уже на работу мы контролируем работу полностью. Это помогает, не просто помогло, это, знаете, помогло, наверное, это СВО тоже помогает. И вот эта надежность, партнерство и помощь коллег, да, и коллег по партии, и коллег по депутатскому, да, корпусу, и глава города Якутска. Я надеюсь, и наш президент Дархан тоже хочет вести порядок на кладбище везде, по всем, и тоже поддержку оказывает. У нас сейчас, понимаете, есть СВУ захоронения на Маганском, мы сейчас отрабатываем с матерями, погибшими женами, там, родственниками. Тяжелая работа, это же, а вот то, что закаливается же. СВУ закаливает человека и морально, и внутренне, и физически. И уже к этому будешь относиться лучше. Сейчас вот многие парни, которые возвращаются, да, тоже они задумываются, как можно улучшить жизнь. Да? Многие хотят заниматься общественной деятельностью, но многие хотят, может, стать даже депутатом, да, какую-то получить выборную должность, может, у себя в селе, может, где-то там повыше уровнем. Да? Какой совет вы можете им дать? После, вот человек получил опыт боевых действий и хочет улучшить жизнь своей малой родины, своей республики и всей страны в целом. Есть ли какой-то совет? Есть. Не бояться, идти вперед. Если где-то ошибку совершил, не бояться ошибаться. Не ошибается тот, кто не работает, не идет вперед. Все мы ошибаемся, мы же люди. И то есть поставил цель перед собой, да, стать депутатом, добейся ее. Пойди и стань. То есть, как говорят, под лежачий камень вода не бежит. Ты шевели камень и будешь. Поэтому цель поставишь, цель решаешь. Вот я поставил цель, стал. Сейчас цель у меня есть, если порядок на кладбище, поставил цель, решаю ее. И так должен любой наш СВО, это парень, кто пришел с СВО, хочет заняться деятельностью, любой деятельностью. Все работы хороши. Даже работа охранника тоже хороша. Она, понимаете, поставил цель, добился, решил цель свою, ставь другую цель, добивайся, дальше иди по цели. Цели к цели добьешься результатов. Я думаю, так. Не бояться нужно, идти вперед.